Посмотри, мой юный друг, что находится вокруг. Небо светло-голубое, солнце светит золотое, ветер листьями играет, тучка в небе проплывает, гром, туманы и роса, человек и время года – это все вокруг природа. Сейчас мы поговорим о погоде. Как мы узнаем о том, что будет дождь или ветер, похолодание или потепление? Можно узнать по радио, телевидению, из газет. Эти сведения нам дают синоптики. Это люди, которые наблюдают за погодой и сообщают прогноз погоды. А как вы думаете, есть ли природные синоптики? Знаете ли вы, что погоду предсказывают около 400 растений и 600 животных? Их называют растениями и животными синоптиками. Растения и животные в процессе развития вырабатывали множество приспособлений, в том числе и таких, которые могут служить сигналами о предстоящем изменении погоды. Посмотрите, чей это домик? Да, в этом чудо-домике живут трудолюбивые пчелы. Пчелы – верные предсказатели погоды. Утром перед дождем они не вылетают из ульев, сильно гудят, даже если светит солнце. А если они рано отправляются за добычей и рано возвращаются вечером, то будет хороший день. Бабочка-крапивница безошибочно предсказывает дождь. Перед дождем она среди дня начинает готовиться к ночлегу, прикрепляется к потолку сарая, свесив крылья. Предсказывают погоду и растения. Чаще всего растения реагируют на дождь, потому что им вредит влага. Перед дождем закрывают свои цветки. Оранжевые ноготки, полевой вьюнок, белая кувшинка. Кукушка – это достаточно загадочная птица, ее сложно увидеть. У многих народов о ней есть масса легенд, а связано это прежде всего с необычным образом ее жизни. В начале весны эти птицы покидают Африку и летят в Азию и Европу к месту гнездования. Они ведут одиночную жизнь. Самцы занимают огромные участки, которые достигают нескольких гектаров. А вот у самок территория менее обширна. Далеко не все птицы являются любителями жучков, червячков, зернышек и ягодок. Часть из них добывают себе пропитание, охотясь на других пернатых и на зверьков. Таких птиц называют хищниками. В лесах и полях угрозу для маленьких птиц и зверюшек представляют эти птицы. Кабан. Животное внушительных размеров. Длина его 1,5 метра, вес 150-200 килограммов. У взрослых самцов устрашающие клыки, опасные для любого зверя. Они довольно быстро бегают, причем хорошо передвигаются даже по густым зарослям. Тело у них имеет обтекаемую форму, покрыто жесткой щетиной. Лось. В наших лесах живут настоящие лесные великаны. Во всем облике лесного великана чувствуется мощь и сила. Его вес достигает 300-400 килограмм и более. Рост около 2 метров. У него крупная горбоносая голова. Теплая густая шерсть защищает животное от морозов. Ноги длинные, с широкими копытами. Они позволяют ходить по глубокому снегу, по болоту.